Благотворительным концертом со сбором средств отметилось начало года добровольцев в Ухте. В городе сегодня 18 объединений, которые помогают инвалидам, детям-сиротам, ветеранам, занимаются поиском людей и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Направления разные, цель одна – бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается. Проявить себя и оказать посильную помощь в этот вечер мог любой желающий. Например, приблизив выздоровление юной ухтинки Киры Наумовой. С 3 месяцев девочка носит слуховой аппарат и при этом занимается вокалом. Но мир звуков может для нее исчезнуть полностью. Если не сделать дорогостоящую операцию, требуется 10 миллионов рублей. Значительная часть денег собрана, не хватает 300 тысяч. На этом концерте собрать получилось 35. В этом учебном первом году 2 операции, самый такой ответственный момент, но, скорее всего, первый год обучения у нас будет семейным, домашним. Ну а потом мы надеемся продолжить уже обучение со слухом и полностью здоровыми. О поддержке года добровольца в рамках своего послания Федеральному собранию 1 марта говорил и президент. Владимир Путин напомнил, что все уровни власти обязаны оказывать содействие работе волонтеров. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности делают нас единым народом, способным к достижению больших целей. Несколько композиций в поддержку благотворительного марафона Киры исполнила и участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова. Творческий путь бывшей ухтинки начинался в том числе в стенах городского дворца культуры.